смотрите очередной выпуск «На страже», в студии Вера Макарова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Преступность в столице. Главный полицейский города Якутска провел пресс-конференцию. Неадекватный отчим. Завершено расследование резонансного уголовного дела. Мошенничество в наше время. Якутяне продолжают попадаться на уловки злоумышленников. А теперь обо всем подробнее. За первый квартал текущего года в столице республики было зарегистрировано 1198 преступлений, в основном имущественных. А самые криминогенные и злачные заведения Якутска – это ночной клуб «Легенда» и рестобар «Приют Бодливой Козы». Об этом и другом на пресс-конференции журналистам сообщил начальник межмуниципального управления МВД России Якутское, полковник полиции Николай Кульбертинов. Порядка 1200 преступлений за 3 месяца зарегистрировано только в Якутске. Это почти половина показателя по всей республике. Такую статистику привел Николай Кульбертинов на своей пресс-конференции. При этом преступность идет, что называется, в ногу со временем. Количество краж снижается, а число фактов интернет-мошенничества выросло почти в 2 раза. Бесконтактное так называемое преступление. Люди, к сожалению, доверчивы, которые через сети интернет все свои деньги перечисляют тем или иным мошенникам, которые потом их трудно раскрывать. Тем более это они действуют из-за пределов нашей республики. Те, которые здесь совершаются с территории республики, конечно, мы тут реагируем и быстро их находим. Не обошли стороной проблему пьяной преступности. Несмотря на то, что общая статистика данной категории снизилась почти на 8%, по отдельным показателям превалируют преступления, совершаемые в увеселительных заведениях. Особо Николай Кульбертинов отметил бары «Легенда» и приют Бодливой Козы. Вокруг все закрывается, а это работает почти круглосуточно. И все вот в других увеселительных заведениях, они все стекаются, вот это бары «Легенда» приходят. Потом начинаются проблемы. У меня сотовый пропал, у меня ограбили, меня побили. И по всей этой ситуации и мы туда практически ежедневно стягиваем патрули. Впрочем, в таких заведениях работает видеонаблюдение, а это хорошо помогает при раскрытии преступлений. В пример можно взять систему «Безопасный город», которая установлена во всех центральных районах Якутска. Раскрываемость в них намного выше, чем на окраинах, где камер практически нет. Однако есть места, где работе полицейских помогли бы и управляющие компании. Поэтому развитие видеонаблюдения с точки зрения управляющих компаний – это тоже неплохо. Помощь, конечно, полиции – это в каком отношении? Если в жилом доме есть консьержка, полностью на доме установлено видеонаблюдение, конечно, краж не будет. Наступает на пятки стражам порядка статистика преступлений, совершенных несовершеннолетними. В первом квартале прошлого года их было зарегистрировано 27, в этом уже 50. Тоже несовершеннолетний в прошлом году совершил преступление и, находясь на подписке о невыезде, продолжает еще совершать преступления. И пока он совершает другие преступления, мы не можем это суд направить. К сожалению, несовершеннолетних их арестовывать или что-то там, более жесткие меры принуждения принимать, к сожалению, не получается. Поэтому вот такое состояние дел есть среди несовершеннолетних. В целом в дежурную часть полиции Якутска в среднем поступает до 250 сообщений в сутки. Стражам порядка приходится отрабатывать около 10 вызовов в час. При всем при этом полицейским удается и поднять статистику раскрываемости. В первом квартале этого года она выросла на 6 с лишним %. 28 января этого года в Сунтарском Улусе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял малолетнего сына сожительницы с кроватки и сбросил в межэтажное пространство лестничного пролета на 1-й этаж. В результате ребенок получил травму головы и грудной клетки. Причиной столь неадекватного поступка стал громкий плач ребенка. Следствием установлено, что в период с августа 2017 года по январь 2018 года мужчина 1994 года рождения, находясь по своему месту жительства в поселке Сунтар, систематически наносил побои, угрожал убийством и совершал иные насильственные действия в отношении своей сожительницы и его малолетнего сына 2017 года рождения. В рамках расследования уголовного дела проведены 4 экспертных исследования, в том числе установившие, что обвиняемый не осознавал фактический характер и общественную опасность совершаемых им действий в силу умственной отсталости, относящейся к категории слабоумия. При допросе в качестве обвиняемого вину в инкриминируемом ему преступлении мужчина признал полностью и дал показания в обстоятельствах совершенных им противоправных деяний. Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным постановлением направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. Органами внутренних дел профилактическая работа по предупреждению мошенничества ведется на постоянной основе. Но люди все равно продолжают попадаться на уловки мошенников. Я, конечно, поверил. Думал, земляк типа не обманет.
Матвей сам помог себя обмануть, отправил 18 тысяч рублей неизвестному человеку. В поисках дешевых автозапчастей он опубликовал объявление в интернете. Преступник вышел на него по WhatsApp. С города Новосибирска по низкой цене мне привезет запчасти. Прислал свои паспортные данные, он местный оказался, я ему поверил. Документ, естественно, был чужой, принадлежал уроженцу Аллайховского района. Как позже выяснили оперативники, владелец паспорта также был обманут, но уже по другой схеме. Матвей же сначала отправил деньги за запчасти, а потом за доставку. Он мне позвонил, сказал, что за доставку тоже надо заплатить. Перевод просто перевел. Потом ждал. И все. Гораздо сложнее действуют злоумышленники в случае с кредитами. Якобы для одобрения банка нужно оплатить различные страховки и комиссии. Якутяне поддаются уловкам и отправляют деньги. Жительница Кобяйского района оставила заявку на получение кредита. Ей позвонил якобы представитель Московского кредитного банка и сообщил, что для одобрения кредита необходимо внести предоплату в размере 5000 рублей по номеру карты. Потерпевшая направилась к банкомату и перечислила указанную сумму. После чего поступил еще один звонок. Нужно оплатить страховку в размере 10 тысяч рублей. И она тоже, поверив в это, оплатила. Когда у потерпевшей закончились все деньги, она попросила еще у своей сестры. Позвонили еще раз и потребовали 4300 рублей. У потерпевшей не было указанной суммы. Она отправила в размере 700 рублей последние деньги. Представитель банка, что нужно оплатить сумму полностью, и потерпевшая обратилась за помощью к своей родственнице, которая перевела недостающий остаток со своей карты. Долгожданного кредита она, конечно, не получила. Злоумышленники выключили телефон и перестали выходить на связь. С каждой новой схемой мошенничества стражи порядка разрабатывают комплекс мер по их противодействию. Однако этого недостаточно, если якутяне будут и дальше доверчиво относиться к незнакомцам на том конце провода. Под различным соусом начинают обманывать наших граждан, поэтому хотелось бы об этом граждан предупредить, чтобы они и не только сами услышали меня, но и также передали эту информацию своим родственникам. Чем больше народа мы предупредим, тем меньше мошенничеств будет совершено в отношении наших граждан. Стоит запомнить несколько простых правил. Никогда не сообщайте данные своей карты незнакомцам по телефону. При покупке товара по объявлению не переводите деньги, не встретившись с покупателем лицом к лицу. А кредиты лучше оформлять, находясь в банках у операциониста. К сожалению, в современном обществе уже твердо закоренилось выражение «без лоха жизнь плоха». И потому будьте предельно внимательны и бдительны. Не дайте себя обмануть. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели итоговый обзор «На страже». С вами была Вера Макарова. И помните, за каждое преступление наступит наказание.